В этом полуразрушенном здании бывшей гостиницы «Звездочка» в Ялте уже почти 30 лет живут больше 100 семей крымских татар. Их заселяли сюда после возвращения на родину еще в 90-е годы. Говорили, временно. Я проживаю здесь 27 лет. Когда мы сюда приехали с мамой, Раметлианашкой, мне было 6 лет. Я пошла в 1 класс. Сейчас у меня уже своя семья, у меня 4 деток. И также здесь продолжаем жить. В таких же условиях плачевных. Вот так и живем с большой семьей. Уже и родители у нас умерли, и бабушки, и молодежь умирает. Ну, так и сидим здесь. Сколько мы людей похоронили. У меня мама умерла здесь, вот уже бабушка умерла. 7 лет лежачую я ее держу, она у нас лежала. 7 лет в таких вот условиях. В комнатах площадью 12 квадратных метров ютятся по 4-6 человек. Мы живем в 12 квадратах, то есть у нас нет ни отопления, ни газа, ничего нет. Вот мы в этих условиях, в 12 квадратах, получается, большие семьи проживают по 5 человек. И у нас там и спальня, и кухня, и душ там, ну вот как бы все, никаких удобств нет. Конечно, мы создали для себя какие-то условия, тот же санузел, какие-то душевые кабинки. В общем, за столом, где кушаем, тут же делаем уроки, занятия проводим. Ну, в общем, спим прям там же на кухне. Ну, в общем, так вот выживаем уже сколько лет. Маленькие комнатки 12 квадратов, и ты их еще уменьшаешь, и получается у тебя вот, ты просто вот руку протягиваешь, у тебя здесь кухня, здесь зал, ну, даже двигаться не надо. Ну, тяжело, конечно, тяжело. Дом официально не признан аварийным, хотя таковым является. По словам жильцов, здание приглянулось киношникам. Они используют его как декорации к фильмам о войне и нищете. Летняя гостиница изначально не была предусмотрена для постоянного проживания. Здесь нет ни отопления, ни газа, ни вентиляции. Сейчас здание и вовсе непригодно, и даже опасно для жизни. В стенах большие дыры, лестницы разрушены, крыша протекает, коммуникации прогнили. В коридорах и квартирах устойчивый запах сырости, на стенах плесень, в некоторых местах из-за постоянной влажности обвалился потолок. Здесь жить опасно. Вот. Мне такое мнение, что здесь уже просто опасно жить. Просто, вот можно сказать, что на глазах разрушается. И боишься здесь за своих детей. Вот честно, вот за детей, за внуков. Больше всего вот за них переживаешь. В домах везде плесень, которая вообще не убирается ничем. И начинают болеть и хронические заболевания, и вообще. Зимой у нас отопления нет, очень холодно, мы обогревателями отапливаемся. Очень много платим за электроэнергию, потому что холодно, нам приходится включать, отапливаться прям ежеминутно каждый день. Поэтому у нас большие счета за электроэнергию. У нас 5-й этаж пристроенный, 5-й этаж ходуном ходит, крыша течет, подвалы полные воды. То есть, уже так крик. Надеемся, что вот нас уже наконец займутся нами. Расселить «Звездочку» обещали много раз. На это даже выделялись деньги. Недавно жильцы получили новое обещание. Движемся к решению проблемы, которую не удавалось решить 30 лет. Земельный участок определен в районе дома номер 159 по улице Кирова. Делаем проект дома за счет средств муниципального бюджета, чтобы ускорить процесс строительства, который запланировано уже на следующий год. По словам самих жильцов, такого рода обещания они слышат регулярно. Каждый раз новое правительство приходит и обещает до определенного времени. Было до 19-го, потом было до 21-го. Вот сейчас обещают, что до конца 25-го якобы продлили эту программу. Не знаю, хотелось бы верить. Обещают постоянно на протяжении всех 27 лет. И уже выделен действительно участок с кадастровым номером на улице Кирова 159, где именно прописано, что будут жители общежития «Звездочки». Сейчас как-то надеемся все-таки, мы постоянно надеемся, но сейчас уже как-то все-таки, когда документально есть кадастровый номер, какие-то документы, уже верится больше. Нам обещали, что нас переселят, дай Аллах, до 25-го года должны нас расселить. То у нас был участок, то потом исчез.
На данный момент, вот сейчас администрация нам предлагает, что у нас есть участок. Участок выделен именно для заселения жителей Звездочки. И то есть мы надеемся, что наши права будут защищены. Для переселения части людей бывшую гостиницу нужно признать жилым домом, а затем аварийным. При этом еще несколько лет назад, в 2015 году, ялтинские чиновники умудрялись заселять в непригодное жилье новых жильцов.